Биологи Московского университета на этой неделе первыми встретили весну. В ботаническом саду МГУ распустились подснежники. Российская столица сегодня побьет рекорд 1914 года, когда столбик термометра поднимался до плюс 3,5 градусов. Сегодня же в Москве плюс 4 и даже 4,5. Но для многих регионов стран Содружества зимняя сказка получилась страшной. Алена Касаткина с прогнозом погоды. Стоит один КамАЗ. Замерзших водителей и пассажиров доставляют в ближайшие населенные пункты. Десятки тысяч автомобилей по всему Казахстану застряли в сугробах, которые росли за считанные минуты. В среду в республике закрыли 45 трасс. Парализованы оказались важнейшие артерии для пассажирских и грузовых перевозок. На трассе Самара-Шымкент на въезде скопилось 1500 большегрузов. Водители несколько суток ждали в кабинах, когда в снегу пробьют дорогу. С Алматы на Тонгурус выехали, везем муки. Вот погода такая стала, вот 2 сутки стоим. Похожая ситуация в Омске, словно декорации для триллера «Мгла». Из-за снежной бури автодороги превратились в смертельные ловушки. Последствия такого же снегопада сейчас устраняют в Дагестане. Там сугробы выросли до 4 метров. К метелям и порывистому ветру зимой в Барнауле привыкли, но на этой неделе порывы достигали 20 метров в секунду. Город моментально окрасился в серый цвет, а видимость упала до 2 метров. На этих кадрах редкое природное явление – зимняя гроза. Около 3500 кубометров снега сразу обрушилось на трассу Бишкек-Ош. Под лавиной оказались 7 автомобилей. Откапывать пассажиров пришлось спасателям. Да, это впервые в жизни, чтобы в январе была такая теплая погода. А там, где ждут суровых морозов, весна. В Якутии побит рекорд по высокой температуре, всего -5, хотя обычно в январе там -37. Аналогичная ситуация в Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Вместо -20 +2 и дождь. Больше всего посетителей в ботаническом саду МГУ в середине апреля, когда распускаются первоцветы. Но в этом сезоне люди приходят уже в середине января полюбоваться на нежные бутоны подснежников. Московские синоптики отмечают уже 4-ю оттепель за январь. До конца месяца прогнозируют температуру до +6. Однако звание рекордно теплого за всю историю наблюдений этому январю пока завоевать не удалось. В 2020-м, а именно тогда была самая высокая температура в Москве зимой, было на 1 градус теплее. Но, как и тогда, у зимы 2025-го снега не допросишься. В Московской обсерватории МГУ немало приборов, с помощью которых метеорологи ведут наблюдения, но основное внимание сейчас приковано к этому. Снегомерная рейка уже 5 дней стоит без дела. Сейчас месяц еще не закончился, но средняя температура первых 23 дней -1 градус. Климатическая норма для января в Москве -6,2 градуса Цельсия. Это новейшая норма, которая была принята Росгидрометом несколько лет тому назад. Птицы и животные почувствовали весну. В Хакасии тепло и солнце разбудили бурую медведицу Катерину. Но сбой в режиме ее не расстроил. Наоборот, сугробы оказались слишком занятным развлечением. Ее поддержали и родственники из московского зоопарка. Из-за таких аномалий специалисты опасаются, что в центральном регионе России проснутся клещи. А фермеры уже сейчас переживают за урожай. В Воронежской области местные специалисты бьют тревогу по поводу 29% площадей. Значит, почему? Потому что там либо нет вообще ничего взошедшего, либо зашло и очень слабенькое ушло в зиму, то есть выдохшиеся растения могут просто зиму не перенести. Природа возьмет свое, утверждают метеорологи. Ранняя весна может закончиться, а снег, которого так ожидают сейчас в центральной России, может выпасть в феврале и пролежать до середины мая. А если зима норматив так и не выполнит, стоит ждать катаклизмов летом. Алена Касаткина, Михаил Карелин, Сергей Палько, Илья Забежинский, Ксения Клюкина. Программа «Вместе».